прошлом году штаб «Татар Москвы» начал работу над очень интересным проектом. В одном из старейших русских сел Агрызского района было такое значимое историческое место паломничества православных христиан. Оно было когда-то затоплено в советские времена, и кладбище это превратилось просто для жителей в боль и страдания, потому что память предков требовала того, чтобы как-то это все восстановить и передать будущим поколениям. Люди обратились в том числе и к штабу «Татар Москвы», и руководство штаба решило найти возможности, средства, время для того, чтобы как-то помочь людям. В прошлом году кладбище почистили, разровняли, поставили забор, и уже прихожане церкви Агрыза сделали вот этот ритуал освящения креста. То есть там был очень красивый крест поставлен, была служба проведена, естественно. И вот таким образом началась вторая жизнь места паломничества православных христиан в Агрызском районе в селе Красный Бор. Прошел год. За этот год мы получили очень много таких добрых отзывов и пожеланий штабу «Татар Москвы» за эту помощь совершенно другой конфессии, казалось бы. Помимо благодарности, конечно же, штаб «Татар Москвы» получил и массу критических замечаний. Люди говорили: ну как же так, вы мусульмане, помогайте православным. Но линия штаба «Татар Москвы», она такая дружеская, дружественная по отношению ко всем религиозным конфессиям. Потому что будущее, скорее всего, конечно же, за объединением, за сотрудничеством, за взаимопомощью. В этом году, по прошествии целого года, работа продолжилась. 13 октября исполнился ровно год с начала этого проекта. И руководство штаба «Татар Москвы» снова поехало в Красный Бор, встретилось с общиной православных христиан, которые рассказали, что сейчас у них мечта достроить уже давно строящуюся церковь, поставить часовню на месте этого исторического кладбища, построить часовню возле еще одного христианского кладбища и, когда все это будет готово, организовать крестный ход между этими тремя святынями. В этом году аксакалы штаба «Татар Москвы» снова решили найти возможность, средства и время, чтобы продолжить этот проект. Прихожанам Агрызского района были подарены 200-300-летние такие антикварные православные книги как подарок в честь того, что возрождается историческая память района Татарстана. За это можно, конечно, и критиковать, и хвалить, но, если честно, это возрождение целого исторического пласта людей, которые жили на территории Татарстана. Туда поедут люди на экскурсии, туда уже приезжают христиане православные, чтобы обойти это кладбище, помолиться, вспомнить. А на нем были захоронены благочинные. То есть это те люди, которые, можно сказать, были администраторами нескольких приходов района. То есть это были выдающиеся священнослужители, которые, собственно, как раз и были захоронены на этом кладбище. Сейчас идет работа по восстановлению имен тех, кто был захоронен на этом кладбище Красного Бора. Уже восстановлено 30 фамилий, и очень интересный факт: потомки этих людей сейчас имеют возможность восстановить свое родовое древо, древо своего рода, своей семьи, гораздо глубже, чем бабушки и дедушки. А это замечательно, потому что уже будет строиться целая история семьи, и она будет передаваться будущим поколениям. А вместе с этим будут передаваться знания о культурных, духовных ценностях, об истории каждой семьи.
Проект продолжается еще в одной интересной акции. В честь благочинных, которые были захоронены на этом кладбище, будет высажена аллея рядом с кладбищем. И в этом, естественно, примут участие как прихожане Красного Бора, так и потомки этих самых благочинных. Результатом этого проекта стало то, что на кладбище снова приходят люди, вспоминают своих предков, восстанавливается красота Красного Бора. И, возможно, Красный Бор станет одним из направлений этнотуризма, о котором сейчас очень много говорят в руководстве Республики Татарстан. Штабу «Татар Москвы» очень хотелось бы через вот этот проект напомнить жителям нашей страны, что забытых, порушенных, разрушенных культурных мест очень много в нашей стране, и все они требуют внимания. Поэтому нам хотелось бы вдохновить татар, русских и другие национальности, вдохновить на восстановление истории, своей родной истории, восстанавливая разрушенные мечети, церкви, погосты, часовни, высаживая деревья, находя тех, кто был захоронен, репрессирован. Мы восстанавливаем свои духовные ценности, мы восстанавливаем свои культурные ценности. И это помогает нам не забыть, кто мы есть, не забыть нашу собственную историю.